Сегодня мы находимся в историческом зале, в котором красуется портрет одного из выдающихся губернаторов Якутии дореволюционной, Ивана Ивановича Крафта. В этом зале я занималась еще в 1966 году, когда готовилась поступать в Ленинградский университет на факультет психологии. Поэтому именно в этом интеллектуальном зале историческом, взрастившем множество выдающихся интеллигентов и специалистов, развивающихся Якутии, очень приятно говорить о будущем нашей Якутии. Отсюда как будто резонирует исторический пульс, как будто отсюда несется пассионарный толчок будущей Якутии. Наше будущее строится на крепком фундаменте интеллектуального капитала и наследия предыдущих поколений и тех, кто готовит эту молодежь к совершению дел, ожидаемых от них. Вот здесь я принесла два основных документа, над которыми мы в свое время работали. Это, во-первых, Декларация о государственном суверенитете. Вот в то время это имело вот такой, как вы видите, скромнейший вид. Это первый экземпляр. И это было принято в 90-м году, вот эта декларация. А затем мы стали работать над Конституцией. Мы 1,5 года работали над этим. Вот объявили декларацию, потом стали делать Конституцию. И это первая опубликованная Конституция на двух наших языках в 1993 году, принятая 4 апреля, как вы помните. Это было, но объявили днем нашей республики 27 апреля, считаясь с тем, что и первая Конституция, и признание нашей республики как автономной было тоже 27 апреля. Вот тоже здесь мы тоже стараемся соответствовать преемственности поколений и соблюдать эту особую магию вдохновенной борьбы за самоопределение. И здесь есть статьи, я работала в этой рабочей группе, здесь есть статьи 43-44, вообще около 20 статей, в которых защищаются права коренных народов. И эти статьи невозможно разрушить. Сколько раз не пытались менять нашу Конституцию, но остаются эти статьи, потому что они сделаны на основе международных актов по правам коренных народов. Мы там тоже работали, в рабочей группе, да, есть около 20 лет эта группа работала, и в конечном итоге в 1997 году, 13 сентября, приняли Декларацию прав коренных народов мира. И на этой основе гораздо раньше наша Конституция была свидетельницей работы этой рабочей группы. Поэтому наша Конституция – это своеобразное, самое важное послание будущим поколениям. Именно в этом плане. Все, разные статьи могут меняться в зависимости от политической ситуации, как ответ на различные формы вызовов. Но эту часть Конституции невозможно поменять. Я считаю, что это мой главный итог моей жизни. Вот эти статьи нашей Конституции. Мы пытаемся сейчас разработать особый духовный мир народа Саха как экологическую религию.
как экологическое мировоззрение. По всей вероятности, одним из главных духовных вкладов народа Саха в мировую цивилизацию и культуру это будет экосовская. То есть это мировоззренческое видение сопряженности, сонастроенности человека с природой. И это особое мировоззрение – это богатство народа Саха. И я полагаю, что оно будет тоже нашим наследием будущему поколению. Опять же, сегодня состоялась комиссия по делам ЮНЕСКО при главе Республики Саха-Якутия, в котором приняли план действий, мое предложение о разработке международного акта по правам Матери Земли. Мать-Земля как правосубъект, у которого есть своя жизнь, независимая от человека, и Земля имеет право так жить. Мы должны это признать. В реальности существуют различные географические поля, климатические особенности, какие-то веками выработанные механизмы сонастроенности со средой обитания. Я говорю не о адаптации, именно сонастроенности. Я говорю о ритмах, о энергоинформационных полях. Следовательно, и пути их развития могут быть самыми разными. Поэтому мы говорим о цивилизациях. О цивилизациях. Не только культурные различия, но имеющие совершенно иные возможности для понимания исторической глубины своего происхождения и высоты своего будущего. На основе культур это невозможно осознать. Мы находимся в таком пространстве, с которого открываются новые пограничья, цивилизационные. Допустим, мы находимся около цивилизаций дальневосточных азиатских стран, американских, и с этой стороны европейских и ближневосточных. Значит, нам необходимо понять, кто мы есть. Если мы это не поймем, то опять будет повторен вопрос Алексея Кулаковского. С кем мы пойдем? Мы должны пойти тем путем, который соответствует нашим историческим пройденному пути и тому пути, где мы будем сохраняться и развиваться. Вот этот выбор за нами должен быть. А этот выбор следует сделать только тогда, когда ты осознаешь. Если, допустим, ты не осознаешь себя девушкой, ты же ребенка не родишь, так же ведь. Значит, вот так. Надо осознать себя жителем Арктики. И притом, это для собственного, как сказать, саморазвития. Но миссия якутского народа, я считаю, что она гораздо больше, чем только самосохранение и саморазвитие. Почему вообще мы оказались в этой сложнейшей части планеты? Потому что на нас возложена миссия сохранить эту планету. Именно в условиях Арктики сейчас идет глобальное изменение климата, сталкиваются огромные геополитические интересы, сталкиваются различные типы цивилизаций, прежде всего добывающих цивилизаций и духовных цивилизаций. И нам нужно сделать собственный выбор и настаивать. Это именно тот путь, по которому мы должны пойти. И, следовательно, наш якутский народ должен стать голосом Арктики. Это будет звучать абсолютно естественно, как с позиции социальных, так и с позиции природных. Вот. Дальше здесь я бы хотела отметить, что в этом выборе, в этих противоречиях нам очень важно также определиться с соотношением
с противоречием открытости и закрытости, как явлений. Насколько мы должны открыться глобальному миру, и насколько мы должны закрыться, чтобы сохранить свою идентичность и самобытность. Растворение может быть, или может быть изоляция. Вот это тоже задача, стоящая перед будущими поколениями. Я бы хотела, чтобы подрастающее поколение выросло в соответствии с этой моделью, в которой вот как-то три звена. Укорененность в родных культурах, готовность служить обществу и быть открытым глобальному миру. Вот тогда мы увидим именно то счастливое поколение, которое умеет жить с радостью и реализует все свои природные и социально выработанные цели и задачи. Завершая сегодняшний наш разговор, я хотела бы отметить, что есть Якутия в глобальном мире и кто есть отдельный представитель нашей Якутии в глобальном мире. Вот если мы исходим из этой модели, которую я сейчас сформулировала, значит, каждый человек имеет возможность жить там, где он родился и пригодился, и каждый человек имеет возможность быть в любой части нашей планеты. Но при этом сохранить те ценности, о которых мы сегодня говорили, и быть носителем, проповедником, подвижником этих ценностей. Вот тогда, мне кажется, миссия якутского народа будет с честью выполняться каждым своим достойным членом своего сообщества. Поэтому глобальное в локальном и локальное в глобальном. Вот это наша задача. Это тоже своеобразное противоречие и своеобразная парность. Но именно их присутствие усиливает ценность каждого представителя нашего народа и ценность будущих поколений. Будущее поколение будут сильны именно этим. С умением владеть противоречиями и умением видеть парность во всех процессах.